уважаемые зрители! Перед вами выступает Хойтанова Алисия, ученица 9 А класса гимназии Центр глобального образования города Якутска. Хочу представить вам проект под названием «Создание комикса». Комиксы очень занимательны и интересны. Они могут подойти разным людям, так как сами комиксы очень разнообразны. Для людей, что хотят показать свою историю максимально красочной, данный вариант очень притягательный. Но многие начинающие художники сталкиваются с проблемой того, что не знают, как начать, какие для этого нужны правила. И именно для таких людей был создан данный гайд. Актуальностью данной темы является то, что мы так или иначе сталкиваемся с комиксами, например, в рекламе, в газетах, на полках книжных магазинов, а также в основном в интернете. С недавними событиями в виде карантина многие люди начали сидеть в телефоне, а там начали искать себе развлечения. И одним из таких развлечений стали веб-комиксы. Целью данного проекта является создание удобного в понимании гайда для начинающих комиксистов. Были поставлены такие задачи, как узнать, что такое комикс, составить гипотезу, провести опрос и создать сам гайд. Проблематика. Дело в том, что в нашей стране жанр комиксов не так популярен, как, например, на Западе, что является огромной преградой для начинающих художников, так как незнание может стать большой проблемой к новым творческим началам. Гипотеза. Я полагаю, что процесс комикса очень трудоемкий, но вложенных сил стоит. Я не уверена насчет того, станет ли этот гайд популярным, но главное, что первые шаги будут сделаны. Объектом исследования является комикс, предметом же создания гайда. Приступаем к практической части. Вначале я решила провести опрос, дабы удостовериться в том, что данная тема до сих пор является актуальной. Для этого я задала 30 человек вопросы. Первым вопросом являлось: читаете ли вы комиксы? 18 человек ответили положительно, что составляет 60% от всех опрашиваемых. Вторым вопросом являлось то, в каком виде вы их читаете. 3 человек ответили, что в печатном, и 15 в электронном. На последний вопрос, которым являлся то, пробовали ли вы сами создать комикс, лишь 5 человек ответили положительно, но сказали, что у них были лишь любительские работы. Исходя из приведенного опроса, можно сделать вывод, что спрос на комиксы все-таки имеется, а также, что мало людей пробуют, начинают делать комиксы, и что не могут делать это профессионально из-за некоторых ограничений. Переходим к содержанию самого гайда. Концепты. В первую очередь, перед созданием комикса нужно сделать концепты. Что такое концепты? Это ранние зарисовки основных персонажей, локаций и из того, как будет выглядеть сам комикс. Например, покажу вам концепты, которые мы составляли с моей одноклассницей. Тут видно, что основные персонажи нужно показать в первую очередь в полный рост, с разных ракурсов, разные эмоции, палитру и предметы, которыми будут пользоваться. Оборудование. Для создания именно веб-комикса, то есть комикса в электронном виде, понадобится графический планшет и стилус. Для начинающих могу посоветовать фирму Wacom, которая является экономным и которым пользуются многие. Также оно очень эффективно. Для программы рисования посоветую Painttool Site, что по праву считается самой популярной программой для рисования как для начинающих, так и для профессиональных. Формат. Выбираем подходящий формат. В первую очередь нужно подумать о том, как вы хотите его показать. То есть выбираем формат в зависимости от того, будет ли комикс как на Западе, как для японских там, или корейских. Это у всех разные форматы. Выбираем тот, который больше лежит вам по душе. Дальше.
Формат также во многом зависит от фреймов. Фреймы — это окна для комиксов, в которых и нужно рисовать. Фреймы бывают разные и применяется множество разных видов. И опять же, то, как вам больше понравится. Например, Например, наше пример построения. Сперва большие окна, которые показывают как бы общий вид, и также маленькие, которые показывают какие-нибудь действия с разных сторон, так скажем. Дальше. Также обязательно нужно выбрать цветовую палитру. Цветовую палитру можно выбрать как и для всего произведения, так и для разных моментов. Палитра может зависеть от времени суток, настроения или действий персонажа. Дальше. Шрифты. Многие забывают этот аспект, но шрифты нужно брать именно специально сделанные для комиксов. Например, вот на доске представлены виды комиксов. Как их можно найти? Их можно найти на самом первом попавшемся сайте и скачать. Например, вот сайт, в котором лично мы выбирали шрифты для подходящей ситуации. Например, вот эта фраза, она должна быть очень резкой, потому для нее выбрано более такой резкий шрифт, а для этой фразы выбран более мягкий шрифт. Сюжет и мир. Теперь поговорим о главном аспекте любого произведения. Каковым является сюжет. Сюжет должен цеплять зрителя и подходить под данную аудиторию, которую вы хотите выбрать. И для любого сюжета важно построить мир, персонажей и основные действия, также смысл. Распространение. Этот гайд я распространю в самых популярных соцсетях в наше время. Таковыми являются, например, Pinterest, Instagram или ВКонтакте. В заключение хотелось бы сказать, что создание комиксов оказалось не такой уж и сложной вещью, что немного противоречит моей гипотезе, так как я предполагала, что это будет намного сложнее, но зато переплетается с тем, что вложенных сил это стоило. Спасибо за внимание.